Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш проект «Герои будни трудовых», и сегодня он посвящен герою социалистического труда, замечательной женщине, нашей землячке Нурбакыт Кабдикаримовой. Нурбакыт Кабдикаримова родилась в селе Первомай, ныне Акжол, Каркаралинского района Карагандинской области. Плодородная каркаралинская земля взрастила немало одаренных людей. Среди них герой Советского Союза Мамбек Мамраев, народный артист СССР Калимбек Куанышбаев и многие другие деятели. Нурбакыт Кабдикаримова механизатором стала в 20 лет, выбрав эту профессию, несмотря на трудности и возражения мамы. Девушка самоотверженно трудилась наравне с мужчинами в лютые морозы, в метели и в летнюю жару. Трудолюбивая, смелая девушка не боялась трудностей и смело их преодолевала. За достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств, в 34 года энергичной трактористке присвоили высокое звание Героя социалистического труда. Также Нурбакыт Кабдикаримовой вручили орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот». Всю свою жизнь она посвятила этой неженской профессии, освоила все виды сельхозтехники, от простого трактора до зерноуборочного комбайна. В далекие 70-е, тогда еще с комсомольским задором, Нурбакыт призывала девушек Каркаралинского района последовать своему примеру. Так в селе появилась женская бригада молодых механизаторов. В 2002 году ей присвоили звание «Почетный гражданин Каркаралинского района». В сентябре 2019 года сотрудники Карагандинского областного музея изобразительного искусства, руководитель музея Бибигуль Кудабаева, руководитель научно-методического отдела Мейрамгуль Елубаева, главный хранитель Дамили Кадыркулова в ходе научно-исследовательской экспедиции, организованной по программе «Рухани Жангуру», побывали в гостях у Нурбакыт Кабдикаримовой. Нурбакыт Апа поведала сотрудникам музея, что несколько раз ездила в Москву. Впервые в столице СССР она побывала в 1974 году в составе делегации 17-го съезда ВЛКСМ, а в 1982 году участвовала в заседаниях Комитета профсоюзов СССР. В советское время особо ценился труд рабочего человека. Трудовой путь, который прошла Нурбакыт Апа, является примером для подрастающего поколения, особенно сейчас, когда мы приступили к строительству нового Казахстана. Нурбакыт Апа и трактористка, герой социалистического труда Кабшат Доненбаева внесли вклад в построение суверенного Казахстана. В 1975 году в Краснодаре прошел слет механизаторов, где Нурбакыт пригласили в качестве почетного гостя. В этом городе она и познакомилась с Кабшат Доненбаевой. Женщины сразу нашли общий язык. С 70-летним юбилеем Нурбакыт Кабдикаримову поздравлял первый казахстанский космонавт Тахтар Аубакиров. В фондах Карагандинского областного музея изобразительного искусства хранится портрет Нурбакыт Кабдикаримовой, который принадлежит кисти члену Союза художников Республики Казахстан, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР, талантливому художнику Мингишу Мауленовичу Абулкасову. Этот портрет выполнен в технике масляной живописи в 1985 году. Художник отобразил героиню на фоне родных Каркаралинских гор. Ему удалось передать характер этой женщины, решительность, смелость и мудрость. На ней пиджак черного цвета и белая водолазка. На воротнике слева знак особого отличия СССР, золотая медаль «Серп и молот». Земля дарит ей свою энергию, и героиня, спахивая землю, в свою очередь отдает ей все силы, упорно работая на благо республики. Государство отблагодарило ее за трудовой ратный подвиг. Вот она соль земли.
Именно благодаря таким патриотам и процветает наша страна. И в целом Нурбакыт апа является примером достойной жизни. Нурбакыт Кабдикаримова ушла из жизни в 2020 году, но светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.